Таджикистан нарушил свои обязательства, и Рахмон должен понести ответственность. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоллар осудила арест и тюремное заключение журналистов и блогеров и гражданских активистов в Таджикистане и подвергла сомнению достоверность предоставленных суду доказательств их вины. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоллар в декабре прошлого года побывала с двухнедельным официальным визитом в Таджикистане. Доклад, подготовленный ей и членами делегации по итогам этого визита, был опубликован в мае этого года, но только сейчас стал доступен общественности. Властям Таджикистана предстоит подготовить официальный ответ на документ, который будет представлен Совету ООН по правам человека в марте 2024 года. В докладе содержатся подробности задержания и тюремного заключения, а также информация об условиях содержания в исправительных учреждениях журналистов и блогеров Далири Имамали, Абдулло Гурбати, Завкибеки Саидамини, Абдусатора Пирмухаммадзада, Ульфатхани Мамачоевой, правозащитников и гражданских активистов Абдулмаджида Ризоева, Манучехра Халикназарова, Фарамуза Иргашева и Хушруза Джумаева. Власти в прошлом году приговорили их к различным годам, от 7 лет до пожизненного заключения. Сторонники осужденных и международные правозащитные организации считают, что аресты и тюремное заключение журналистов и гражданских активистов были политически мотивированными. Особенность судебных процессов заключается в том, что все они прошли при закрытых дверях. Адвокатам подсудимых было запрещено общаться со СМИ, говорится в докладе. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников и члены делегации обнаружили в уголовных делах множество фактов нарушений прав человека, несоблюдения законов Таджикистана и международных обязательств Таджикистана. В докладе, в частности, отмечается, что некоторые подсудимые подверглись пыткам и жестокому обращению. Некоторым было отказано в предоставлении неотложной медицинской помощи. Уголовные дела, возбужденные против активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, авторы доклада расценивают как очень плохой пример подавления свободы слова и как попытку заглушить критические голоса в Таджикистане. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников требует от правительства Таджикистана предоставить истинные и юридически обоснованные причины ареста каждого из осужденных правозащитников и гражданских активистов и вынесенного им приговора, а также объяснить, почему власти скрывают детали этих громких уголовных дел от общественности и насколько это соответствует взятым на себя Таджикистаном международным обязательствам. Спецдокладчик ООН ждет ответа Душанбе на вопросы, где находились Саидамини, Пирмухаммадзада и Джумаев с момента задержания до официального сообщения об их аресте. Начато ли расследование по факту применения пыток к Далири Имамали, Абдусатуру Пирмухаммадзада и Ульфатхани Мамачоевой? В докладе содержится также требование предоставить подробный отчет о состоянии здоровья каждого из осужденных активистов, журналистов и блогеров. В докладе говорится, что осужденные Мамачоева и Халикназаров подали жалобу в коллегию Верховного суда Таджикистана. Рассмотрение их жалоб было начато 14 марта. Авторы доклада, напомнив о международных обязательствах Таджикистана, отмечают их грубое нарушение или игнорирование при рассмотрении уголовных дел журналистов, блогеров и гражданских активистов. Реакции властей Таджикистана на доклад спецдокладчика ООН по вопросу о положении правозащитников пока не последовало. Однако раньше Верховный суд и Генеральная прокуратура Таджикистана заявляли, что все уголовные дела против гражданских активистов, журналистов и блогеров были рассмотрены объективно и беспристрастно. А вы верите в их объективность? И как вы думаете, после того, как спецдокладчик ООН осветил это на весь мир, что-то изменится? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.